В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Рабочая командировка. В Якутию прибыл Юрий Трутнев. В планах вместе с главой республики посетить Бяскюль. Деньги аграриям. Правительство России направит почти 1,5 миллиарда рублей на помощь дальневосточным аграриям. Спорт – это жизнь. В Амгинском улусе разработали муниципальный проект «Спорт в каждом». Сегодня в Якутию с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, заместитель председателя правительства Юрий Трутнев и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с главой республики они только что прибыли в село Бяскюль Горного Улуса, чтобы проверить качество новых домов и объемы помощи, оказанной пострадавшим от лесного пожара. Позже в Якутске Юрий Трутнев проведет ряд совещаний, в том числе по вопросам энергосбережения, и встретиться с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории республики. Правительство России направит около 1,4 миллиарда рублей на помощь дальневосточным аграриям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в текущем году. Кабмин направит на эти цели почти 1 миллиард 400 миллионов рублей. Из них свыше миллиарда рублей поступит Амурской области. Помимо этого, средства получат Якутия и Еврейская автономная область, Забайкальский и Хабаровский края. По словам Мишустина, мера позволит поддержать более 200 организаций агропромышленного комплекса и 3000 местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. В Москве продолжает свою работу форум-выставка «Транспортная неделя». Ключевое событие, определяющее развитие всей транспортной отрасли на десятилетия вперед. Каким проектам в Якутии дали зеленый свет и какими видами пассажирского транспорта пополнится Якутия. Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Железные и автодороги, водные и авиасообщения – настоящий транспортный каркас страны. От них зависит, какой будет экономика, а значит и благосостояние людей. Поэтому идея от стратегии к реализации красной нитью прошлась по главной дискуссии форума. Разработан проект транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Кто должен прежде всего получить пользу? Прежде всего, это люди. Первые шаги уже сделаны. К 2023 году пассажирский речной флот Якутии пополнится как минимум 3 новыми судами класса «Метеор», которые в летнее время свяжут Жиганск, Сангар и Алекминск со столицей республики. Окно возможностей за счет новых технологий ждет и авиацию. Безбарьерное движение грузов в северные районы Якутии смогут обеспечить беспилотники. В поселке Тикси Булунского района планируем организовать кластер беспилотной авиации. Это позволит нам в разы удешевить доставку таких же продуктов питания. Мы обсуждали потенциальные маршруты внутри Булунского района с последующим масштабированием и как следующий шаг, Мусьянский район рассматриваем. Диапазон интересов Якутии связан и с мостовым переходом через реку Лена. Его уже именуют северным широтным поясом России. Ленский мост представляет собой трехпилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах общей протяженностью около 15 километров. Уникальное сооружение позволит создать в республике мощный транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожные, авиационные и речной маршруты, а также автодороги федерального значения Вилюй, Лена и Колыма. Первый этап проектирования, подготовка территории и строительства уже на реализации. Впереди основной второй этап – непосредственно сооружение моста. Техническая часть документации у нас готова практически в полном объеме. Готовимся к заходу в экспертизу. Мост уникальный, в нем большое количество компонентов, которые производятся только за рубежом. По вантовой системе там уже больше 70% испытаний именно на экстремально низкие температуры уже выполнены. До 2030 года мы ожидаем, что с Ленским мостом транспортная доступность для населения нашей республики достигнет показателя 80,4%. Проект Ленского моста, как и транспортная неделя, закладывает фундамент будущих достижений. Среди актуальных тем на форуме также безопасность на дорогах и цифровизация транспорта. Форум продлится еще пару дней. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
Между тем, 2 ледовые переправы муниципального значения открыли в регионе. Это Зырянка-Затон в Верхнеколымском районе и Жиганский аэропорт в Жиганском районе. Максимально разрешенная грузоподъемность транспорта до 3 тонн. Отмечается, что открывают ледовые переправы в республике согласно примерному графику. Сроки могут корректировать, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Между тем, в столице ледовая дорога через Лену пока закрыта. Однако люди начали переходить реку пешком. Сейчас нет гарантии, что толщина льда безопасна. Поэтому подобные смелые походы по тонкому льду могут закончиться плачевно. Отметим, что на переправе Якутск-Нижний Бестях снизился тариф на перевозку судами на воздушной подушке. Стоимость проезда составляет 1500 рублей. Всего на линии 20 таких судов. Они работают ежедневно с 7 утра до 18 часов по заполняемости. Очистили торосы. Нынче заторосила реку, конечно, очень торосов много, густые торосы такие мощные. Но несмотря на это, мы, как говорится, пробились, вовремя сделали и вовремя скинули цены. Это с 3000 цена упала у нас, значит, 2 параллельно. Ну, мы скидывали поэтапно. 3, 2, 1,5. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 280 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 134 приходятся на Якутск. В Нерюнгринском районе 20 случаев, в Алданском и Мирнинском районах по 17 случаев. 12 в Мегино-Кангаласском, 10 в Хангаласском районе. В Усть-Алданском 8 заболевших, а в Амгинском и Нюрбинском районах по 7. Еще в 17 районах зафиксировали от 6 до 1 заболевшего. Современные методы лечения ревматологических заболеваний стала главной темой симпозиума с участием ведущих ревматологов страны и практикующих врачей республики. Мероприятие проходит в рамках 12-го нацконгресса «Экология и здоровье человека». Ревматологическими заболеваниями в целом в стране поражены примерно 20 миллионов человек. Основа у всех одна – системное хроническое заболевание суставов и соединительной ткани. Как показывает исследование, из тех, не получивших за 10 лет корректного лечения, 90% становятся инвалидами. В республике этими заболеваниями страдают около 30 тысяч человек. Для лечения сейчас широко используется генно-биологическая инженерия. Но, как отметили на симпозиуме, одним из проблем развития ревматологии в республике – это нехватка специалистов, особенно в районах. Также врачей волнует вопрос лечения остеопороза. Нужно развивать на местах ревматологии, в улусах, делать опорные пункты для того, чтобы там могли больные получить консультативную помощь, ну, естественно, медицинскую помощь. И еще очень важная проблема, а мы будем освещать ее, это проблема остеопороза. Именно у вас остеопороз в Якутии. Казалось бы, крепкие люди, хорошее питание, правильное питание, а остеопороза много. Тоже вопрос. И по данным Виктора Владимировича Епанова, заболеваемость, частота встречаемости остеопороза гораздо выше, чем, допустим, в Хабаровском крае и даже в Московской области. Понимаете? То есть это тоже актуальная проблема, которую надо решать. К другим темам. В Москве снимают фильм совместно с якутским режиссером Костасом Марсаном. Стартовали съемки мистического триллера «Детектор» с Екатериной Вилковой и Кириллом Кяро в главных ролях. Продюсерский центр приступил к производству нового полнометражного игрового проекта. Это будет мистический триллер, напряженный, остросюжетный, интригующий фильм для взрослой аудитории. И мы рады поработать в этом жанре с якутским режиссером. У него совершенно особый авторский взгляд и тонкое чувство мистического, поделилась генеральный продюсер киностудии имени Горького Алика Бланк. Премьера «Детектора» намечена на 2022-2023 год. Всего на 2 дня в Аймиконский район приехала рабочая группа образовательной экспедиции по выявлению одаренных детей. Гостей встречали в актовом зале районной администрации. Теплые слова, приветствия, взаимный обмен подарками, подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве и вперед за работу. Предстоит провести тестирование детей и мастер-классы в детских садах и школах райцентра. Завтра группа выезжает
Тамтор. Образовательные экспедиции в Улусы проводятся при поддержке целевого фонда будущих поколений по проекту «Одаренные дети». В составе рабочей группы специалисты Якутской балетной школы, Высшей школы музыки, Малой академии наук, Республиканского центра подготовки Олимпийского резерва. Наши дети, Республики Саха-Якутия, да, дети, все талантливы. Просто надо их подтолкнуть в то направление, которое они действительно вот дадут результаты, скажем, может, да, или действительно их заинтересует. Ребенок же будет развиваться, когда ему интересно. Вот ищем именно те качества, выявляем те качества, которые можно дальше развивать. Помогаем детям развиваться всесторонне. В 2022 году в Амгинском Улусе запустят муниципальный проект «Спорт в каждом». Проект разработан в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». На днях состоялась его презентация. Целью данного проекта является увеличение доли граждан, которые занимаются физической культурой и спортом, организацией спортивно-массовых занятий и онлайн-занятий. Он включает в себя собственный комплекс физических упражнений. При разработке данного проекта разделили население Амгинского улуса на 7 категорий. Это от 6 лет до 70 и свыше лет. И по этим категориям мы выявили, изучили литературу, научные работы и выявили, что именно вот в этих возрастных категориях в каждой группе мы должны развивать именно те физические качества, которые влияют на улучшение организма данного ребенка или данного человека. Да? 10-й ежегодный фестиваль «Зима» начинается с Якутии, пройдет с 26 ноября по 5 декабря в гибридном формате. В этом году жителей и гостей республики ждет множество увлекательных новогодних мероприятий. Впервые состоится арт-шоу «The Show Queen in Якутия», конкурс на лучший фото и видеоконтент, охота на северное сияние, заплыв клуба здорового образа жизни «Саха-Маржи», мультимедийный проект «Зимняя сказка» по мотивам якутских народных сказок от Музея «Россия. Моя история», тематические мастер-классы, виртуальные выставки и фотовыставки. Самым ярким событием фестиваля 1 декабря по традиции станет зажжение новогодней елки на главных площадях столицы республики. По многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя елка в России. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.